Итак, с чего все началось? Какое слово было первым в Коране? Именно это слово стало отправной точкой новой веры, а началось все с одной встречи. Представьте, примерно 610 год. Мухаммед, ему почти 40, ищет уединение в пещере Хира. И вот там, в темноте пещеры, он впервые встречается с ангелом. Ангел дал ему одно единственное, но очень мощное повеление — читай. Это и был старт откровения. Мухаммед ведь не умел читать. Конечно, он был напуган таким невыполнимым требованием. Ангел повторил это трижды, сжимая его. А после третьего раза ниспослал первые божественные аяты. И вот тут ключевой момент. В исламе есть разница между пророком и посланником. Так Мухаммед стал наби, то есть пророком, а вот приказ проповедовать он получит позже. Кстати, название этой главы, суры Аль-Аляк, очень интересное. Оно намекает на происхождение человека. Дело в том, что второй аят говорит о создании человека из сгустка. Давайте посмотрим. Вот так Коран описывает эмбриологию. Все начинается со стадии аляк, тот самый сгусток. Но откровение идет дальше, от физического сотворения к сотворению интеллектуальному. Читай. Господь твой научил посредством пера. Прямая связь, чтение и письмо. Получается, знание — это ключевой принцип. Это дар от Бога, который нужно ценить. Но в суре есть и предупреждение. Оно касается одной человеческой слабости. Когда человек чувствует себя самодостаточным, он склонен к гордыне и забвению Бога. И кто же мог так яростно воспротивиться новому посланию? Сура говорит об одном человеке. Этого человека звали Амр ибн Хишам. В Мекке его прозвали Абуль-Хакам, отец мудрости. Но за его упорное неприятие Коран дал ему другое прозвище, прямо противоположное. Абу-Джахль пытался помешать пророку молиться у Каабы. Он видел в этом угрозу своему влиянию. Он даже угрожал наступить пророку на шею во время молитвы, и об этом прямо говорится в суре. «Видел ли ты того, кто мешает рабу, когда тот молится?» Прямой вопрос к угнетателю. И в конце прямой призыв. Не подчиняйся ему, а поди ниц и приближайся к Аллаху. Вот так простое «читай» бросило вызов всему мировоззрению. Это был призыв к полному переосмыслению.